прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Перевозчики требуют повышения цен на проезд. 40 рублей за наличный расчет, пожалуйста. Проезжайте, кто хочет. 30 рублей сделать по безналичному расчету или банковской карте. В чем причина и стоит ли ждать роста цен? Разбирался Салават Мухаммадуллин. Подождите, не дышите. Аммиаком пахнет, просто дышать невозможно. Особенно тяжело переносить людям, которые с высоким давлением. В Нижнекамске снова неприятный запах. О причинах и первых результатах расследования Зарина Ахметова. Сверхнадежно и очень безопасно. Мы все ездили вот так. Гаишники нас ловили, а мы все равно ездили, всю грязь вытаскивали на дорогу. Почему автолюбители Елабужского района так ждали новые развязки на трассе М7, знает Сергей Хайдаров. Прививку по пути на работу. Уже 3-й год здесь прививаюсь. Где можно привиться от гриппа бесплатно и в удобное для вас время, знает Вероника Гайнутдинова. Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в связи с успешным завершением выборов депутатов Госсовета. Как отметил президент, теперь перед парламентом стоят важные задачи по законодательному обеспечению социально-экономических преобразований. Президент выразил признательность всем жителям республики, принявшим активное участие в голосовании. Отдельное спасибо членам избирательных комиссий, наблюдателям и сотрудникам полиции. Выборы депутатов Госсовета признаны состоявшимися и действительными. Все члены ЦИК Татарстана с правом решающего голоса сегодня подписали итоговое постановление. В парламенте будут работать представители 5 партий. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, Партия Роста и 1 беспартийный депутат. В Центре избиркоме также сообщили, все обращения рассмотрены в срок и согласно закону. В целом избирательная кампания прошла спокойно, организованно. Избирательные участки работали в штатном режиме. Все вопросы, которые требовали нашего реагирования, оперативно рассматривались, им выносилась правовая оценка. Все 8 тысяч наказов от татарстанцев будут проанализированы Единой Россией и вынесены в отдельную программу. Об этом сегодня рассказал Фарид Мухаммедшин на встрече с журналистами. Секретарь татарстанского отделения партии отметил, предложения и пожелания будущих депутатов Госсовета постараются учесть в ходе утверждения бюджета уже на следующий год. К нам и на телефонной связи, и на наших проектах по встрече с людьми обращались в эту политическую партию, в нашу политическую партию. Это доверие мы должны, безусловно, своей последующей работой оправдать. Кого партия выдвинет на пост спикера парламента, в его заместителе, это будет рассмотрено на партийной конференции уже на неделе. Отвечая на вопросы о составе 6-го созыва, Фарид Мухаммедшин отметил, победившие кандидаты из числа членов правительства и глав районов мандаты сдавать не будут. В их числе и Хамаев Азат Киямович, и Ахметов Марат Готович, и Айрат Ренатович, представитель Татметью министерства нашего. Они решили связать свою дальнейшую судьбу с депутатской деятельностью. Я считаю, что они обогатят парламентскую деятельность профессиональным знанием и опытом, который они наработали в органах исполнительной власти. Нечем дышать. Жители Нижнекамска снова мучаются от неприятного запаха. По результатам анализа в воздухе зафиксировали превышение этилбензола в 11 раз и сероводорода почти в 3 раза. Известно, выбросы попали в окружающую среду не через очистные сооружения. Кто же виновен в отравлении воздуха химикатами? Зарина Ахметова. Неприятный запах жители почувствовали вчера ночью. До самого утра дышать, говорят, было невозможно. Сообщения с разных районов Химграда стали заливать не только соцсети, но и диспетчерскую службу. Меньше чем за сутки больше 60 жалоб. Строители 30 на Рамусе, высотка живут. Часов 7 или 8 вечера. Ну какой запах был? Аммиачный. Да, очень сильно ощущали. Ехали через Афанасово поселок. Очень сильный, запах такой неприятный. Запахи в городе есть и очень часто. И аммиаком пахнет, просто дышать невозможно. Особенно тяжело переносить людям, которые с высоким давлением. Чтобы найти источник зловония, специалисты взяли пробы воздуха из стоков в нескольких микрорайонах Нижнекамска. По результатам анализов нами было установлено в атмосферном воздухе превышение по этилбензолу в 11 раз.
превышения предельно допустимой концентрации. Кроме того, автоматической станции города тоже были зарегистрированы превышения по сероводороду. Но там порядка 2,9. Известно, что опасные выбросы попали в воздух не через очистные сооружения, а с одного из предприятий города. Это предварительные выводы расследования, которое проводит специальная комиссия. В нее составят директора крупных химических производств, надзорные и контрольные органы. Сейчас в лаборатории пока продолжают проводить анализы. За проверку взялась и прокуратура. Сегодня об этом сообщили в местном исполкоме. Будем определять источники, так скажем, от промышленных предприятий, те, кто использует эти вещества в процессе производства. Прокурор города также сказал, что будут внеплановые, так скажем, проверки в отношении промышленных предприятий. Будем отрабатывать и находить виновных. Виновник должен быть найден, виновник должен быть наказан. И, это вот, наверное, за всю историю Нижнекамска это впервые такой вот, я не знаю, даже вопиющий, наглый, можно сказать, такой выброс. И к ним нижнекамцы уже начинают привыкать. 2016 год, 70 случаев и 146 нарушений. 2017 жители вновь жалуются на головную боль, слезы из глаз и тошноту. Август прошлого года то же самое. Тогда экологи выявили двукратное превышение толуола и этилбензола. Следующий случай в октябре. Причиной запаха стала уксусная кислота. Кто понесет ответственность на этот раз, мы расскажем, как только появятся данные. Зарина Ахметова, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамск. Если у вас есть интересные новости или проблемы и жалобы, ждем ваших сообщений на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Поднять стоимость проезда в городских автобусах до 40 рублей. С таким требованием сегодня выступили казанские перевозчики. По их словам, им нечем платить по лизингу. Пассажиры против роста цен. Город же просит время на подсчет расходов. Чем нынешняя ситуация грозит рынку и может ли на самом деле скакнуть цена за проезд? Разбирался Салават Мухаммадуллин. Зашел в автобус, заплатил за проезд. Сегодня это 27 рублей, но уже в ближайшем будущем может быть и 31, а то и 40. Это требование владельцев казанских автобусов. Перевозчики предлагают следующее. При оплате проезда безналичным расчетом стоимость одной поездки 31 рубль, при наличном 40, а это рост почти на 50% от нынешней цены. На сегодняшний день все перевозчики находятся в убытках. У всех большие долги. Только по нашему предприятию долг перед поставщиками составляет порядка 40 миллионов рублей. Лизинговые платежи, налоговая нагрузка, зарплатный фонд. Главные статьи расходов, говорят руководители. Сейчас максимальная цена за проезд 27 рублей, минимальная 18. Это компенсация за льготников. Если сложить, в среднем же одна поездка сейчас стоит 22 рубля. Это по словам тех же перевозчиков. По поводу проезда мы просим поднять около 31 рубля, а компенсацию 100%. Иначе, по словам владельцев автобусов, они будут вынуждены обратиться в суд. Пока же обращение поступило в Комитет по транспорту Казани. Здесь обещали все перепроверить. Комитет по транспорту запросил у предприятий дополнительные документы, подтверждающие необходимость в изменении тарифа на проезд. Вся документация будет детально изучена, и только в случае сбора всей доказательной базы со всеми экономическими расчетами документы будут переданы в Госкомитет РТ по тарифам. Между тем, проезд в Казани повышался совсем недавно, только в феврале. Уже в то время перевозчики предлагали ценник в 32 рубля. Тогда удалось найти компромисс. И вот уже 7 месяцев по 27 рублей, и они снова ставят вопрос ребром. К такому развитию событий пассажиры оказались точно не готовы. Большинство категорически против. Нет, 31 это очень дорого. Наверное, потолок по оплате. Насколько разговариваешь с людьми. Я считаю, что не надо поднимать и как-то пенсионерам, школьникам что-то сделать выгодное. Потому что реально очень много уходит на проезд. В итоге и стоимость проезда, и размер льгот, и компенсации будет решать Госкомитет по тарифам. Мы будем следить за развитием событий. Салават Мухаммадуллин, Алмазетдинов, ТНВ, Казань. Метро можно рассматривать как успокоительное, с помощью которого горожане легче переносят свои тревоги. Итоги исследования социолога-урбаниста Оксаны Запорожец читайте в интернет-газете «Реальное время».
Сверхпрочные, безопасные и с удобными съездами возле Елабуги. Такими будут новые развязки на одном из участков трассы М7 в Татарстане. Меньше чем за 2 года дорожники перестроят почти 4 километра дороги. Прочный асфальтобетон, новые дорожные знаки, остановки и освещение. На все 590 миллионов рублей. Уже с самого утра на этом участке дороги кипит работа. Это еще не сама стройка, а лишь только подготовка участка. Такая работа для спецтехники, поэтому на площадке почти 3 десятка КАМАЗов, экскаваторов. Работаем, еще раз повторюсь, в круглосуточном режиме. Одновременно идет уже сейчас заготовка труб, которые на этом объекте, их 4 надо построить. Всего дорожники собираются перестроить почти 4 километра трассы М7. Дорога будет из высокопрочного асфальтобетона, новые остановки, освещение и, самое главное, развязки. Сразу 2. От этого выиграют жители ближайших сел. Раньше они не могли спокойно выехать на М7. Им надо было или пересекать в одном уровне, что недопустимо, или объезжать этот участок где предусмотрен разворот. То есть это были большие перепробеги. Как мы узнали, автолюбители эту стройку ждали давно. Ездим на рыбалку, на пруд. Часто ездим. Так что... все, что не делается, ребята, делается к лучшему. Ну да. Когда разворота нет, ни там, ни там. И как мы должны ездить? Мы все ездили вот так. Гаишники нас ловили, а мы все равно ездили, всю грязь вытаскивали на дорогу. Сдать объект строители планируют в ноябре следующего года. В целом, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в республике отремонтируют 174 объекта дорожных сетей протяженностью 205 километров. Общая стоимость работ больше 5 миллиардов рублей. Сергей Хайдаров, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ Елабужский район. Титановые нанопорошки, прототипы человека, литые люки и ограждения. Тренды литейного производства представили сегодня в Казани. В столице открылся международный съезд литейщиков. Около 600 отечественных и зарубежных специалистов. 50 предприятий показали, чем может гордиться самое древнее ремесло. Как из промышленности литье влилось и в повседневную жизнь, знает Анна Городнова. Если лишний будет 1 грамм, значит удар не совсем правильный будет. Титановое литье для игры в гольф. Такие клюшки заказывают мексиканцы и американцы, а делают их на Зеленодольском судостроительном заводе. Литые детали для машиностроения, оборонной промышленности и даже медицины из титанового нанопорошка. Надо расширять область применения, потому что он 2 раза легче и вечный, коррозионно-стойкий. Международный съезд литейщиков собрал лучшие технологии. Это и 3D-принтеры, и роботизация на литейном цехе. Предприятия работают сегодня на импортозамещение. Самое главное – повышение качества литых заготовок, увеличение их геометрической точности, частоты поверхности, то есть чтобы они конкурировали на международном рынке. Применяется для опор освещения или столбов электропередач. Для красоты и эстетики литье сегодня и в благоустройстве и повседневной жизни. Ограждения, мангалы, опоры для скамеек и даже канализационные люки. Вот такую золотую копейку можно встретить на улицах Казани. В принципе, все интересно, все, что новенькое, все интересно. Производство учреждений исправительных колоний. Заказы со всей страны. Выдерживает достаточную нагрузку для улиц, для городских трасс. Разные веса есть, разные конструкции. Тренд будущего – это литье в разовые формы. В Самарском политехе разрабатывают мгновенный сканер, с помощью которого можно создать свою копию. Это, например, студентка Варвара, а это ее прототип. Мы можем напечатать модель как из пластика, сделать ее из разных видов. Также можно в последующем сделать ее в металле. Ручная работа особенно ценна. Такой памятник Высоцкому в бронзе украшает улицу Екатеринбурга. Ее автор Иван Дубровин сейчас делает сувениры. Курочка по зернышку клюет, а петуху целого колоса мало. Так что собирайте урожай колосьями. Одно из древних ремесел и сейчас продолжает удивлять. В промышленности же литье остается флагманом страны. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Осень. Грач перелетел в Актаныш. Арт-объект в виде огромной птицы был установлен в деревне Аняково как украшение каскада прудов. По замыслу авторов, скульптура должна была символизировать татарский праздник Аргабот-Касы или грачиная каша. Но, несмотря на старания мастеров, жители скульптуру не оценили. Многие сочли ее слишком мрачной и пугающей. Теперь грач будет жить в районном центре, а на его месте в деревне появится другой арт-объект. Скорее всего, это будет фигура лошади. Это новости Татарстана, и смотрите далее.
Татарстан задышит с новыми силами. В неделю леса собираются посадить около 2 миллионов новых саженцев. Стараемся, что планируют принять участие около 20 тысяч человек, и будет высажено более 2 миллионов деревьев. Приживается ли молодняк и кто за ними следит, узнала Алия Хайрудинова. Один раз, зато какой! Что Александр Пушкин делал в Казани? Хронику событий восстановил Дмитрий Аренин. 80-летняя история. Институт языка, литературы и искусства имени Галимзяна Ибрагимова отмечает юбилей. Поздравить сотрудников сегодня приехал Фарид Мухамедшин. Он вручил коллективу благодарственное письмо президента республики, а также государственные награды сотрудникам. Институт – главный научный центр Татарстана в области татарской филологии и искусства. Здесь издают учебники, словари, энциклопедии. Их уже более 2000. Мы не противопоставляем ни одну культуру, ни один язык. Научный подход у нас здесь, в Татарстане, уважительный, равноправный. Но борьба и работа за сохранение татарского языка, его культуры, письменности, конечно, занимает значительно большее место в ИАЛИ имени Галимзяна Ибрагимова. Сделать прививку по пути на работу. В Казани сегодня начали вакцинировать от гриппа у станции метро. В этом году количество мобильных бригад увеличили. Все потому, что жители стали чаще вакцинироваться как раз на таких передвижных пунктах. Они работали на избирательных участках. Только в день выборов привились около 60 тысяч татарстанцев. А страховки от гриппа Вероника Гайнудинова. Прививку от гриппа сделаем прямо сейчас. За пару минут без очередей и походов в поликлинику. Привиться от гриппа можно по пути на учебу или работу. Андрей Николаев преподает в университете через дорогу. Говорит, делает прививку уже 3-й год подряд. До этого весной каждый год болел 2 раза и осенью 2 раза. Сейчас 1 раз, может быть, в год недомогание какое-то бывает, и все проходит. Прививочные пункты заработали сегодня у 6 станций метро. Дубравная, проспект Победы, площадь Тукай, Яшлек, Авиастроительная. Только за первый час у Кози и Слободы успели вакцинировать 40 человек. Это сделано специально для удобства людей, которые работают и у которых нет возможности идти в поликлинику. Прививку делают бесплатно. Вакцина Совигрипп, она российского производства, защищает от самых распространенных вирусных штаммов. Главное условие – быть здоровым. Это очень удобно. Я шла забирать своего внука и, говорю, была очень приятно удивлена. Прививку от гриппа делать нужно. Я это рекомендую, потому что вирусы гриппа каждый год разные. Делаю прививки ежегодно, чтобы поддерживать свое здоровье. В прошлом году у станции метро прошли вакцинацию 10 тысяч человек. Вне поликлиники прививки стали делать больше, говорят врачи. Только в день выборов в этом году на избирательных участках по всей республике привились почти 60 тысяч жителей. Чтобы сделать прививку, при себе нужно иметь всего лишь паспорт. А такие мобильные бригады рядом с метро будут работать с 9 часов до 5 ежедневно, начиная с сегодняшнего дня и до 10 октября. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. В Татарстане стартует акция «Чистые леса». В планах не только очистить лесной фонд, но и посадить около 2 миллионов саженцев. Приживаются ли они и почему лесной доктор Дятел стал в этом году причиной гибели леса? Об этом Алия Хайрудинова. Вот видите, в этом году весной мы посадили, весной в борозде видно, 95% примерно у нас приживаемость. Олег Решетов уже 5 лет как лесничий. За каждое дерево отвечает не головой, а сердцем. Молодняк здесь высаживают тысячами. Помогают и школьники, и местные жители. Проводим инструктаж, то есть как правильно пользоваться мечом Колесова, который мы применяем при посадке. Вот. И потом во время посадки мы проверяем, подергивая за кончик сеянца, то есть плотно ли он прижат. По Татарстану средняя приживаемость саженцев 90%. В лесах следят и за здоровьем деревьев. В прошлом году в Лаишевском лесничестве большой черный дятел стал причиной распространения бактерий. Чтобы остановить болезнь, пришлось вырубить целую делянку. В Татарстане площадь вырубаемого леса должна быть равна площади новых посадок. И об этом сегодня говорят вот такие столбы. Если в 2018 году на площади в 4,5 гектара была произведена сплошная санитарная рубка, то уже в 2019 году на такой же территории были посажены новые саженцы.
В рамках нацпроекта «Экология» к 100% балансу вырубки посадки должны прийти к 2024 году. Будет высажено более 2 миллионов деревьев. Сюда входит широкий набор. У нас и ель, сосна, лиственница сибирская, береза. Все зависит от желаний, во-первых, и наших возможностей. К высадке леса подготовят. На следующей неделе стартует акция «Чистые леса Татарстана». Весной к ней присоединилось около 10 тысяч человек. Тогда из лесного фонда было вывезено 4000 кубометров мусора и поваленных деревьев. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. 2 дня и 7 часов. Именно столько Александр Пушкин провел в Казани. Он приезжал сюда единственный раз, и визит пришелся как раз на эти сентябрьские дни, только в 1833 году. У нас великий поэт собирал материал для своей книги об истории Пугачевского восстания. Как казанцы в 19 веке помогли написать знаменитую «Капитанскую дочку» и какие отзывы поэт оставил о столице республики. Хронику событий восстановил Дмитрий Аринин. В свете ж вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквями, с теремами да садами. Эти знаменитые строки о сказочном острове Буяне, как полагают, появились, когда Александр Пушкин проезжал мимо острова Града Свияжска. Современная Кировская дамба, или, как говорили 2 столетия назад, Адмиралтейская. Именно по ней 5 сентября 1833 года Александр Пушкин въезжает в Казань. Первым делом поэт встречается с своим приятелем Баратынским и его тестем генерал-майором Энгельгартом. Если угодно будет знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне, это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани. И вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии. Сохранившийся до наших времен дом Карла Фукса. Здесь Александр Пушкин гостит у семьи профессора. За чаем знаток местной истории Карл Федорович рассказывает Александру Сергеевичу все, что знает о взятии Казани пугачевцами. Благодарность за гостеприимство жене Фукса Пушкин написал: «Примите, милостивая государыня, изъявление моей глубокой признательности за ласковый прием путешественнику, которому долго памятно будет минутное пребывание его в Казани». Деревни Троицкая Нокса, Арское поле и Казанский Кремль. Так Пушкин прошел по местам боевой славы Пугачева. Суконная слобода сейчас трудно себе представить, но тогда это была окраина города. Здесь Александр Пушкин встречается с несколькими стариками, непосредственными участниками тех событий. Посетив как минимум 10 мест, в Казани Пушкин пробыл до 8 сентября. Возился со стариками, современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражения, расшифровывал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону. После выхода романа «Капитанская дочка» экземпляра книги с дарственной надписью Пушкин дарует супругам Фуксам и Баратынскому. Унылая пора, ночей очарования. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природоувидания, в багрец и золото одетые леса. А эти еще одни знаменитые строки появились той же осенью, когда Пушкин вернулся в Болдино из Казани. Возможно, именно эта поездка в наш край и навеяла это нетленное творение. Дмитрий Аринин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Дальше тишина. Спектакль с таким названием откроет гастроли в Казани Малый театр Москвы. Ирина Муравьева, Людмила Полякова, Юрий Соломин и Владимир Носик. Легендарные народные артисты сыграют 3 спектакля в театре Камала. В афише и классика. Гоголевская женитьба спустя 100 лет вернулась в репертуар. Закроет занавес комедии «Не все коту масленица» по Островскому 15 числа. Напомним, Малый театр приезжает в Казань не первый раз. Гастроли здесь уже стали многолетней традицией, признаются артисты. Мы спектакль этот ощущаем просто как какую-то свою миссию. Мы просто хотим именно отправить вот этот заряд, что, дескать, любви. Как вы понять не можете, дорогие, что жизнь наша, она одно мгновение на этой земле. Знали, что нас все равно ждет здесь красота, подарок, чистый. Город такой прям как сказка, конфетка. Похорошела Казань. Победила дружба. В Казани сегодня прошел необычный матч по волейболу между командами мусульманской и православной молодежи. Так стартовали спортивные мероприятия акции «Экстремизму нет». Встреча ребят разных конфессий на спортивном поле стала доброй традицией. О соперничестве на поле и дружбе за его пределами. Вероника Гайнудинова.
Красивая подача, и матч начался. Волейбол сегодня объединил не просто любителей этого вида спорта. На площади, на территории мечети Ярдем, представители двух разных конфессий – православная и мусульманская молодежь. Играют они сегодня в смешанных командах. Нас это точно не разъединяет, объединяет спорт. И мы очень хорошо друг к другу относимся и помогаем. У нас бывают и совместные субботники, не только спортивные мероприятия. Так что мы дружим. Этот матч дал старт спортивным событиям. Месячника экстремизму нет. Акция проводится для укрепления межнационального и межконфессионального согласия в республике. Ее проводит Духовное управление мусульман совместно с Татарстанской митрополией Русской Православной Церкви. Вот у нас есть чаты свои внутри, и ребятам просто раскинули информацию, они изъявили желание, вот пару раз потренировались. И вот, в принципе, все. Играют сегодня. Такие товарищеские встречи между командами стали уже доброй традицией. Игры проводятся ежегодно. Так ребята не только укрепляют свое здоровье, но и дружбу между двумя конфессиями. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. День рождения у нас. Подарки. Вам Datsun от 359 тысяч рублей. Тонна топлива в подарок. Если Datsun, то в марке. 4 пятерки, 3 семерки. И вы скажете: я вижу. В этом месяце хирургия катаракты 29 500 рублей. Клиника «Третий глаз» 202 202 8. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 120 000 рублей. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город». Казань. 222 55 00. Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». Полное обследование, лечение, санаторные путевки в клинике-санатории Набережной Челны. Праздничные акции. Подробности по телефону 56 53 18. Хочешь получить «Ладу» за наличный расчет выгодно? Тогда тебе в автоцентр «Парус». Только в сентябре приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. Хочешь, я тебе кое-что расскажу? И поймите самое главное. Сегодня, сейчас мы не будем искать истину. Арман! Мы народ, люди. Я надеюсь, он знает, что делает. Здравствуйте! Сентябрь принес в Татарстан самое настоящее лето. Вот и среда будет очень теплой и солнечной. О погоде позже. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2 167 166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, 11 сентября на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет солнечно. Столбики термометров покажут 20 градусов. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают ясную и теплую погоду без осадков. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске 21 градус, выше нуля, переменная облачность. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси малооблачно и также плюс 21. Для юго-запада 11 сентября будет ясным и очень теплым, плюс 23. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше ясно и сухо, плюс 20. В четверг станет еще теплее. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте.
В Казани будет солнечно, днем до 23 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.